В этом видео вы узнаете, как знаменитый немецкий писатель-классик Иоганн Гёте привел в своем стихотворении фразу ингушского мудреца. В 1811 году немецкие геологи Мориц фон Энгельгард и Фридрих Паротта отправились в путешествие по Кавказу. О тех впечатлениях, что оставил в их сердцах этот сказочно красивый край, они поведали читателю в книге под названием «Путешествие в Крым и в Кавказ», увидевший свет в Берлине 4 года спустя, в 1815 году. Одна из глав этой книги называется «Посещение Энгельгардом Галга-Ингушей». Она вызвала особый интерес издателей, и незадолго до выхода самой книги была опубликована в 4-м томе сборника «Сокровищницы Востока». В главе «Посещение Энгельгардом Галга-Ингушей» немецкий геолог описывает чарующую природу земли ингушской и некоторые обычаи живущего на ней народа. Свой восторженный текст ученый и путешественник сопровождает рисунками храма Тхаба-Эрды и сторожевых башен Галгай-Кошки. От его наблюдательного и пытливого взора не укрываются и характерные черты ингушей. Энгельгард, в частности, пишет: «Людей, соединенных в народ, благодаря кровным узам и общему языку, которые в совершенной вольности радостно употребляют тренированную силу руки, чтобы достичь того, что им взбредет в голову, и которые в такой свободе устанавливают свое счастье. Где мы найдем такое на нашем континенте, кроме Кавказа? Мы хотели бы похвалить мужчину, который однажды отклонил предложение о покорности коротким ответом: над своей шапкой я вижу только небо». Великий немецкий поэт, мыслитель и философ Иоганн Вольфганг фон Гёте, один из основоположников немецкой литературы нового времени и классик мировой литературы, не остался равнодушным к словам, услышанным и записанным Энгельгардом фразы ингуша о том, что над моей шапкой только небо, стала символом человеческого свободолюбия, выражением высокой чести и достоинства. Прочитав ее, немецкий писатель Гёте был настолько очарован свободолюбивым ингушом, что это вдохновило его на написание стихотворения «Фрайзен», что в переводе означает «свободолюбие». У этого стихотворения имеется несколько переводов, далее будет приведен перевод Вильгельма Лейвика. «Лишь в седле я что-нибудь достою, лежебоки, где уж вам за мною. Я промчусь по самым дальним странам, только звезды над моим тюрбаном, велел он звездам, чтоб зажглись. Да светит нам в пути, смотри же неотрывно ввысь, чтоб радость обрести». Также вариант подстрочного перевода этого стихотворения есть и у ингушского историка-исследователя Бёрснака Гаазикова. «Оставьте меня в моем седле, оставайтесь в своих хижинах, шатрах, а я скачу радостно во все дали. Над моей шапкой только звезды. Всевышний установил вам звезды, над землей и морями, чтобы вы всегда наслаждались, смотря ввысь». Ингушское изречение «над моей шапкой только небо», услышанное и записанное немецким геологом Морицем Энгельгардом в Ингушетии, не только вдохновило писателя Иоганна Гёте на написание стихотворения, но и дало мощный толчок к развитию немецкой культуры и культурной составляющей Европы в целом. Мотивы стихотворения «Фрайзен» также нашли широкое отражение в музыкальных произведениях разных композиторов. Знаменитая фраза «над моей шапкой только небо» представляла из себя стремление к свободе и неподчинение над собой иных посторонних сил.